Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в Саратовском историко-патриотическом комплексе Музея боевой трудовой славы на этнокультурном уроке-семинаре, который организован федеральными национально-культурными организациями и проходит при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. И вначале позвольте представить вам наших уважаемых гостей, членов Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Это большой друг Саратовской области Патиев Фархат Абдурахманович, сопредседатель Общероссийской общественной организации Федеральной национально-культурной автономии курдов Российской Федерации, член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, а также член Совета руководителей Федеральных национально-культурных автономий при Комитете по делам национальности Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Якуценко Гульвара Куденовна. Она является заместителем председателя Совета Ассамблеи народов России, а также президентом Межрегиональной общественной организации информационно-образовательной сети коренных народов. Уверен, что сегодня вы узнаете для себя много нового и подчеркнете культурные особенности народов России и Саратовской области. Я желаю всем участникам мероприятия творческого вдохновения и больших успехов. Спасибо за внимание. Я сегодня хотел бы отметить, что у нас среди участников, зрителей, находится Саратовская государственная консерватория, студенты. И я благодарю руководство, ректорат Саратовской государственной консерватории за то, что был такой интересный подход применен сегодня к участию в мероприятии, что решили представить тоже определенную культуру народов. Это очень здорово. Спасибо вам большое за инициативу. Я думаю, наши уважаемые почетные гости только поддерживают такое предложение. Добрый день. Я хотел бы, чтобы сегодняшнее наше мероприятие прошло в рамках такого диалога, взаимодействия. Говорить будем не только мы, нам больше хотелось бы и вас послушать, задать вам вопросы, узнать, как вы рассуждаете, какое у вас мнение по тем или иным вопросам. Мартва. Известно. Так. Самый. Это финно-угорский. Самый. Так, хорошо. Якуты. Так, спасибо. Коми. Спасибо. Курды. Все, спасибо. Так, сегодня мы с вами будем говорить, по крайней мере, я буду говорить о курдах. Раньше, помню, когда мы учились еще в школе, нас учили, что такое дружба, что такое долг, что такое любовь к родине, что такое вообще родина. Хотелось бы услышать у вас. Меня зовут Диана. Я считаю, что дружба – это уважение друг к другу, терпение. Здравствуйте, меня зовут Мария. Я считаю, что дружба – это в первую очередь это любовь. Это просто любовь. Здравствуйте, меня зовут Житинева Ксения, но я считаю, что дружба – это еще и доверие, потому что если мы не будем друг другу доверять, то как можно дружить с человеком, на него же можно положиться, когда ты доверяешь, и он тебе может помочь в любой трудной ситуации. Поэтому, когда мы говорим о понятиях долг, патриотизм, родина, дружба, у нас представление должно быть четкое, что это такое. И когда мы все одинаково воспринимаем эти понятия и принимаем их, тогда взаимодействие друг с другом, когда мы говорим, что мы дружим, это будет означать, что мы наполняем одинаковым содержанием слова «дружба» и будем одинаково относиться друг к другу. То есть у нас будут общие ценности. Кто из вас хотя бы раз в жизни говорил, что я никому ничего не должен? Поднимите руку. Кто говорил? Вот только честно. Так, я никому ничего не должен. Мне кажется, у каждого в детстве был такой момент, когда у тебя уже происходит взросление, ты уже считаешь себя взрослым человеком, взрослым ребенком, но при этом зависишь от родителей. Но родители, они же стараются нас чему-то научить, сказать, что тебе нужно образование, тебе там нужно во столько-то домой приходить, делать там уроки, еще что-то. И мы, как взрослые дети, всегда, по крайней мере, у меня так всегда было. И я говорю, я никому ничего не должна, я не должна делать уроки. Но все равно с возрастом, мне кажется, все понимают, что у всех есть какие-то обязанности, у всех есть какие-то вещи, которые мы обязательно должны делать. Хорошо, спасибо. Не зря девушки
сегодня вспомнили детство, свои детские воспоминания. То есть этой фразой человек как бы говорит, что я еще ребенок, и я не беру на себя ответственность ни за что. И вот кто это осознал, да, девчонки сегодня это вспомнили, и это вот здорово, что они об этом, это проговорили даже. Но я почему спросил вас, что такое долг? Потому что долг, понятие такое по содержанию, оно здесь много всего можно сказать, очень много всего. Потому что если у человека отсутствует чувство долга перед кем-то, перед страной, перед обществом, перед коллегами, перед друзьями, перед родителями, перед родными, перед братьями и сестрами, перед самим собой, тогда можешь смело говорить, что эта личность неразвитая, несовершенствованная, и ей нужно очень многому учиться. То есть большинство культур говорят на этом диалекте. И на этом диалекте говорят во всех 4 частях Кыргызстана и курды в России в том числе. Диалект курманджи. Религии, которые исповедуют курды, это ислам суннитского толка, сунниты, шииты, езиды, алевиты, ярсаны, христиане и часть курдов исповедуют иудаизм. То есть можете перечислить 7 религий, которые исповедуют курды. Но исконно-курдские, еще зороастризм упомянуть. Исконно-курдские религии — это зороастризм, езидизм, ярсанизм и алевизм. Некоторые из них сформировались в результате взаимодействия, то есть соединения разных религий ислама и древних курдских верований, смешения этих религий. Поверх краса надевается кортет. Это плотный жакет, обшитый яркими лентами в форме ромба или зигзага. Поверх тумана сзади завязывается деревиштель. Это полуюбка, а спереди передник, мезаль. Первый вопрос. Сколько в мире курдов? 50. Руку. Кто руку поднял? 50 миллионов. Более 50 миллионов. Шаг вперед. Так, вы уже на 2 шага. Да, вам еще 2 шага. Следующий вопрос. Если вы видите, на улице проходит мужчина, курдский мужчина, в синем костюме, значит что? Рабочий. Что это рабочий? Пожалуйста, шаг вперед. Хорошо. Сколько у курдов диалектов? Пожалуйста. 7 диалектов. Шаг вперед. Как вы считаете, что может означать кофе? Если женщина надевает кофе, а если кто-то не надевает кофе? Так, кофе одевает замужняя женщина. Шаг вперед. О сражениях и отважных героях, воспевает силу любви и красоту традиций, раскрывает духовность и национальные ценности народа. По сути, это рассказ, в котором движение заменяет слова. Существует более 400 видов говенда. Каждый танец обладает яркой индивидуальностью. Сакральный смысл заложен в каждой грани хореографии. Мы едины, мы вместе, мы одно целое. Говенда по сей день олицетворяет собой свободу курдской души, рождающейся в танце. Да, правильно. Дальше. Руки прямые должны быть на плечах. Руки прямые. Вот. Так. А был принцип тот же, как и в предыдущем соединении мизинчиков. Тот, кто впереди, у него рука должна быть сверху. Тот, кто сзади, у него рука должна быть сзади. Вот, правильно. Нет, было правильно. Вы же впереди. Ваша рука должна быть впереди. Я коротко расскажу о себе, немножко о своей организации, о том, чем мы занимаемся. Я сама представитель коренного малочисленного народа, который проживает на территории 3 субъектов Российской Федерации, Алтайского края, Республики Алтай и Кемеровской области, и называется кумандинцы. Кумандинцы – это самый древний народ Алтая. Раньше их было много, несколько десятков тысяч человек, но сейчас, по итогам переписи последней, нас осталось всего 2800 человек. То есть сами представляете, насколько это малочисленный народ.
Учи родной язык. Верни миру магию, магию родных слов. Родной язык – это больше, чем тренд. Это наша жизнь. Стресс-рассказки. То есть они очень красивые, они информативные. Кроме того, что здесь, скажем так, нарисованы представители разных народов в костюмах, с инструментами. Здесь еще и внизу подстрочный текст рассказано, что это за народ, где он проживает, какова его численность, какими традиционными видами хозяйствования они занимаются, если есть какие-то культурные феномены в виде кайчи, различных сказителей, шаманов. Так, кто запомнил, какую народность представляет Гульвара Куденова? Кто она по национальности? Вы имеете в виду полное название? Да, полное название, там всего-то 8 букв, по-моему. Нет, на букву К. Вот мы сегодня, и мы К, и вот она К. Так получилось. Китцы нет. Кумандинцы, правильно. Вот наградим эту девочку. Раскраску? Раскраску, вот, последнюю раскраску забрала. Хорошо. Мордовский этнос проживает на территории России более 1000 лет. Мордва – сильный духовный народ, который любит свою родину, хранит ее народные традиции и обычаи. Культура мордовского народа своими корнями уходит в глубокую древность, представляет собой самобытное явление, обладая ярким национальным колоритом. Она по-прежнему остается главной движущей силой по нравственному восприятию молодежи и активно внедряется в современную жизнь Мордвы. Они занимаются, это у них профессия, народная певческая культура. И мы осваиваем, видите, не только русские песни, мы осваиваем песни разных народов, населяющих Россию. Сегодня мы хотели бы вам показать некоторые песни, в том числе и с русских начнем с обработки, и песни кубанских казаков мы покажем, которые вроде бы как и на украинском